На фестиваль национального ковра в село Гайдары собрались народные умельцы со всей Гагаузии. Здесь представлены изделия не только ковроткачества, а также резьбы по дереву и ручной вышивки. Нет, 1900, это год, надо перевязать. Проведение народных фестивалей – это все равно, что сохранение культурного наследия, того, чего нам оставили наши предки. Кроме всего прочего, и развитие этого вида деятельности, в частности, ковроткачества. Уже на протяжении 3 лет этот фестиваль существует, и он неспроста существует, потому что в этом населенном пункте усиленно работают ковровщицы, которые продвигают это искусство. И будем надеяться, что мы будем праздновать не только 3-ю годовщину, но и 100-ю годовщину этого праздника. Мы представили сегодня 5 ковров из фондов музея. Это 3 данные, датируются примерно 1940 годом. Это примерно тоже такого же года. Но самое интересное, то, что у нас вот в фондах было, это вот такой вот старинный ковер. В книге поступления он датируется 1939 годом. Но возможно, и не то, что возможно, это точно, что он намного раньше, этот ковер. Если присмотреться, то вот есть вот надписи. Это 1839 год написан. А внизу как бы формы, изображающие человеческие руки, держащие подсвечник. Как бы человеческие руки, поддерживающие жизнь, свет. И буква «В», латинская буква «В», вообще на старославянском это означает число 800, или же читается как «вера». Гагаузы всегда выражали свою принадлежность к христианской вере. Но вообще этот экспонат был привезен, передан нам из церкви, наверное, и соткан только для того, чтобы поставить, например, возле иконы или же в алтаре использовать. Я училась в Кишиневе 15 лет назад, вот 15 лет занимаюсь вышивкой. Работа очень нравится, но незначительный доход приносит. Прожить можно. 3 года назад выиграли грант по фонду Сороса. И с тех пор они нам немножко дали как бы толчок, а дальше мы уже сами немножко дополнили свою как бы финансовую часть. И купили станок, нитки купили. И вот с тех пор стараемся как бы возродить старое как бы ковроткачество. Приносит ли это доход? Ну, мы как бы для дохода не работаем. Мы вообще-то учим детей. Если с населения кто-то не умеет, они приходят к нам и учатся, кому интересно. А так, если остается время свободное, так по заказу немножко и подрабатываем. Очень с маленьких лет мы занимались коврами. И дома были овцы, после шерсть чистили, после прядали это все. Нитки делали сами, красили сами и ткали сами. Приносит ли это вам доход сейчас? Сейчас нет. Раньше приходило, продавали, но сейчас вот что остались. Во-первых, я работаю не за денег, но я много дарю из того, что я делаю. Я получаю огромное удовольствие от своей работы. Получаю удовольствие от того, что меня уже многие знают, приглашают во все выставки. Вот в Бандерах была, Вулканештах на День города вызывают, Чедерлунга была. Вчера у нас в Кирсове храм села было, я выставляла свои работы. Камрад, День города всегда, День Европы было всегда. Иностранцы у меня ценят очень ручную работу, покупают. Я получаю удовольствие, я много и дарю.